Возложение цветов к вечному огню традиционно проходит накануне Дня Победы. Сотни жителей Северной Осетии пришли почтить память тех, кто погиб, защищая родину. На мемориале славы развернули полевую кухню. Каждый мог отведать каши и по традиции выпить фронтовые 100 грамм. Неподалеку от землянки актеры Русского театра исполняли песни военных лет. Церемонии возложения цветов прошли не только на Аллее Славы. Жители Владикавказа собрались на площади Победы у памятной стелы «Город воинской славы». Сотрудники правоохранительных органов на время праздников работают в усиленном режиме. Сегодня ограничено движение транспорта на улицах, прилегающих к площади Свободы. В 10 часов на площади состоится парад Победы. Затем торжества продолжатся массовыми народными гуляниями, а завершится празднование 69-й годовщины Великой Победы красочным салютом. Это день, когда молодежь, наверное, с особым почтением, уважением обращает внимание на свою историю. Это когда с особым вниманием, почтением, уважением обращается к ветеранам. И мне бы очень хотелось, чтобы все происходящее не только 8-9 мая, как праздничные дни, когда мы отмечаем это великое событие, но всю свою жизнь наши молодые ребята делали все возможное, чтобы жизнь наших старших, тех, кто эту великую славу, эту великую победу подарил всем нам, чтобы она была как-то более комфортной, более уютной, тем вниманием, тем заботой, которую сегодня каждый из нас должен ежедневно оказывать нашим ветеранам. В честь Дня Победы традиционно открываются полевые кухни. Все желающие смогли отведать настоящий армейский обед – перловую кашу с тушенкой, запеченную картошку, пайки и 100 грамм боевых. На мемориале славы на импровизированной площадке актеры показали театрализованное представление. Еще одно празднование было организовано погрануправлением и заводом «Электроцинк». Чествовали работников предприятия, которые сражались за родину. Самым масштабным стало торжественное мероприятие в Русском театре. На праздничном концерте в преддверии Дня Великой Победы присутствовали молодые суворовцы, школьники, представители органов власти и ветераны Великой Отечественной войны. По поручению главы республики 3 фронтовикам были вручены государственные награды. Искренние и теплые слова благодарности не раз прозвучали со сцены. Были времена, когда людям было действительно тяжело, очень трудно. Даже вот такой каши у людей не было, чтобы элементарно за сутки поесть хотя бы такую кашу. А сегодня такой праздник, действительно, нам всем вспоминаем этот сегодняшний день с болью в сердце. С большой трудностью досталась такая победа, да. То, что мы сегодня под мирным небом живем, это с большой трудностью досталось. Люди жизнь отдали, да, спасибо ветеранам, что жизнь отдали за наш сегодняшний день. Дефицит бюджета Северной Осетии в 2013 году превысил 1,5 миллиарда рублей. Об этом на заседании правительства сообщила министр финансов Наталья Царева. В своем ежегодном отчете она отметила, что главный источник дохода по-прежнему – налог на доход физических лиц. Республиканскую казну также формируют налоги на прибыль и имущество организации, а также акцизную и подакцизную продукцию. Министр финансов также рассказала о том, что государственный долг Северной Осетии за прошлый год увеличился более чем на 700 миллионов рублей и составил почти 7,5 миллиардов. Более половины этой суммы задолженность перед федеральным бюджетом по государственным кредитам. Кабинет министров принял решение направить отчет на рассмотрение в парламент. Подвели итоги отопительного сезона. По словам специалистов, объекты топливно-энергетического комплекса и ЖКХ работали без существенных аварий. Была обеспечена бесперебойная подача тепла, воды, электроэнергии и газа. Исполнительный директор Федерации смешанных боевых искусств ММА Северной Осетии Майя Бутаева вошла в руководящий штаб Федерации ММА России. Предложение занять пост вице-президента поступило от Олега Токтарова. Добавим, ранее Олег Николаевич, возглавляющий Федерацию, уже отмечал высокий уровень работы североостинского филиала. Я могу